Здравствуйте, это программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. 27 сентября самый крупный субъект Российской Федерации и крупнейшая административно-территориальная единица в мире, Республика Саха-Якутия, отмечает День государственности. Начало этой дате было положено в далеком 1990 году. Прошел ровно 31 год с момента объявления Декларации о государственном суверенитете. О том, что происходило в тот период в республике и как она преобразовывается сейчас, узнаем у нашего сегодняшнего героя Александра Николаевича Кинкимэна. Александр Николаевич, почему вы это место предложили для интервью? Безусловно, мы находимся в долине Аркяне. Это красивейшее место, где проводится ЭСЭХ Хангаласского улуса. Здесь проводился ЭСЭХ Аланхо. И вот этот прекрасный вид золотой осени, он меня очень вдохновляет. И эта трасса, она ведет в нашу столицу, город Якут, столицу Республики Саха-Якутия. Символическое место такое. Да. Но вы ведь сами хангаласский. Да. Важно ощущать связь с корнями? Это, безусловно, очень важно. Почему? Потому что моя мать родом из села Техтюр, а вы знаете, что Тыгын-Дархан имеет корни оттуда. Село Актемцы, которое вот здесь мы видим, это родина первого президента Михаила Ефимовича Николаева. То есть вот эта хангаласская земля, начиная с Тыгын-Дархана, давала и новых лидеров, в том числе нашего первого президента. Ну что ж, с наступающим Днем государственности. С каким настроем вы встречаете эту дату и какие планы строите для себя по развитию республики? Каждый раз, каждый год эту дату я встречаю с особой гордостью. Почему? Потому что в следующем году мы будем отмечать столетие Якутской республики, которая была основана в 22 году. И я считаю, что у нас есть первая республика, организованная Амосовым, Аюнским, Бараховым, Маршаковым. И есть вторая республика. Начинается она именно с 27 сентября 1990 года. И, на мой взгляд, отцами второй республики являются Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, Климент Егорович Иванов, председатель Верховного Совета 12-го созыва, и Дмитрий Николаевич Миронов, который 22 года возглавлял Конституционный суд республики. Поэтому эта дата дает отсчет новой государственности республики в составе Российской Федерации. А вот тогда, 31 год назад, вы где были в этот момент? Вообще, если окунуться в историю, 31 год назад, 3 января, я был первым человеком, которого Михаил Ефимович Николаев взял на работу в качестве помощника. И для меня очень важно то, что я проработал с Михаилом Ефимовичем 4 года. 2 года я был у него помощником в Верховном Совете и 2 года был первым руководителем администрации президента. Поэтому в тот период как раз мы работали по разработке текста декларации о государственном суверенитете. Сегодня в жизни Российской Федерации важное событие. Подписывается договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, надеюсь, что договор о разграничении полномочий между Федерацией и Саха-Якутией принесет позитивные результаты. Он поможет раскрыть новые грани российского федерализма. Действуя согласованно, двигаясь путем демократии и реформ, мы быстрее наладим нормальную жизнь. Будем не жалея сил работать на благо России, на благо ее национального народа. Подписание этого важнейшего для нас документа стало возможным благодаря последовательной и непреклонной поддержке президента Российской Федерации и правительства России, усилий народа республики в социальном, экономическом и духовном развитии нашего стремления строить новые ее судьбы. Некоторые предполагают, что декларация о государственном суверенитете некий сепаратистский документ. Ни в коем случае. Почему? Потому что мы в первую очередь поддержали декларацию о государственном суверенитете России, которая была принята 12 июня
1990 года первым съездом народных депутатов России во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. Вот почему мы, конечно же, сказали о том, что республика наша будет в составе Российской Федерации развиваться, будет содействовать развитию федеративных отношений, будет брать на себя всю ответственность, полноту власти, потому что мы переходили из одной формации в другую. Вы представляете, в советское время у нас была плановая экономика, а нам необходимо было строить жизнь в условиях рыночной экономики. Безусловно, были трудности, но трудности, они преодолимы. И в этом отношении я считаю, что Михаил Ефимович Николаев, как председатель Верховного Совета Республики, очень много ставил постановочных вопросов перед федеральным центром. Он, я помню, в апреле 90-го года был избран, помимо того, что он стал народным депутатом республики, он стал еще народным депутатом РСФСР. И прямо с трибуны съезда заявлял в мае месяце о том, что статус автономной республики на сегодняшний день не соответствует реалиям, и нам необходимо вообще ставить вопрос вообще о союзной республике, о республике в составе Российской Федерации. И в этом отношении я считаю, что декларация о государственном суверенитете нашей республики, она стала основой для разработки новой Конституции Республики Саха-Якутия, которая была принята 4 апреля 1992 года, вступила в действие 27 апреля 1992 года, как раз в день 70-летия нашей Якутской Республики. Более того, Михаил Ефимович является одним из инициаторов подписания федеративного договора, который был подписан 31 марта 1992 года. И, на мой взгляд, он является государствообразующим. Если бы не федеративный договор, Россия могла распаться. А она была объединена именно с помощью федеративного договора, о чем говорил Михаил Ефимович. И наша республика принимала самое непосредственное и активное участие в разработке проекта новой Конституции Российской Федерации. До избрания Михаила Ефимовича Николаева первым президентом у нас был Совет Министров. И Совет Министров в основном решал такие бытовые, хозяйственные вопросы. У республики не было широких полномочий. Когда был избран президент, мы добились действительно больших полномочий. Мы единственный субъект, который подписал в день подписания федеративного договора еще отдельное соглашение с правительством Российской Федерации по экономическим вопросам. Соглашение о размещении полномочий в области реализации федеральной программы на территории Республики Саха-Якутия. Соглашение о сотрудничестве в области топливно-энергетического комплекса. Соглашение по ограничению в области бюджетных отношений. Соглашение о разграничении полномочий в области экономики. Есть возможность сделать намного больше. В соответствии с этим документом мы получали определенную долю по алмазам, по золоту, который мы могли скупать по себестоимости. И за счет маржи, потом по рыночной цене продавать, мы формировали бюджет. И он был более полновесным. За счет этого мы могли строить социальные объекты. И я считаю, что это большое достижение. Далее, в ноябре 1992 года мы подписали соглашение по собственности, поскольку собственность — это первооснова всего. И с этой точки зрения Михаил Ефимович очень четко ставил перед федеральным правительством постановочные вопросы. И самое главное, беря на себя эти полномочия и финансовые возможности для реализации этих полномочий. Сегодня бывает так, что в соответствии со 184-м федеральным законом об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации дается много полномочий, но не все они подкреплены финансово. А Михаил Ефимович действительно добивался, чтобы была финансовая обеспеченность, в том числе в части собственности. Я должен отметить, что именно благодаря Михаилу Ефимовичу у нас была тогда создана акционерная компания «Алрос», где мы взяли свою долю, в процентном соотношении алмазные провинции взяли свою долю. И сегодня компания «Алроса» — это основная бюджетообразующая компания. Почему 27 сентября мы отмечаем День государственности? Я считаю, что это зарождение новой второй республики. А 27 апреля мы отмечаем День республики. 27 апреля. Почему? Потому что в этом тоже есть своя логика. 27 апреля
1922 года был издан декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о создании Якутской автономной Советской Социалистической Республики. 27 апреля 1992 года вступила в действие Конституция Республики Саха-Якутия, по которой мы живем. И у нас есть все атрибуты власти, да? У нас есть Конституция, у нас есть органы власти, которые избираются народом, у нас есть герб республики, очень красивый, у нас есть флаг республики, очень красивый. Все это сделали депутаты Верховного Совета 12-го созыва. Я считаю, это легендарный созыв. Это было 165 депутатов, которые впервые были избраны на альтернативной основе. Раньше это была квота обкома партии, да, должна быть доярка, должен быть скотник, должен быть горняк, должен быть один золотарь, должен быть инженер, должна быть учительница, должен быть врач и так далее. То есть все слои населения, они должны быть представлены. А здесь были свободные выборы, и люди выбирали лучших из лучших. И я считаю, что это были действительно истинно народные избранники, которые думали о том, чтобы как реализовывать наказы своих избирателей, как развивать государственность. Именно Верховный Совет 12-го созыва принял Конституцию Республики Саха-Якутия. Ну вот смотрите, мы сейчас говорим о государственности, но почти исчезло слово суверенитет. Да, но это оправдано, потому что суверенитет есть у российского государства. Он независимо ведет себя на мировой арене. Это независимое. А мы в составе Российской Федерации. И, конечно же, мы развиваемся. Сегодня 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики. В 2014 году к нам примкнула Республика Крым. У республик есть Конституция, у других субъектов, включая Москву, Санкт-Петербург, уставы. Понятное дело, что мы развиваем региональное законодательство, чем, безусловно, занимается Государственное собрание ЛТУМЭН. Вы, наверное, Конституцию знаете как никто другой, поскольку много лет были председателем Конституционного суда. И под вашим руководством велась работа по приведению этой Конституции Республики, да, в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Ну, я хочу отметить, что на самом деле Конституционный суд республики, он выполнял очень важную миссию, да. Наш состав, он продолжал дело, начатое Дмитрием Николаевичем Мироновым, поскольку он и его коллеги оставили нам большое правовое наследие. Вообще есть специфика деятельности Конституционного суда. Мы не можем со стороны начинать обсуждать тот или иной вопрос и по нему принимать решение Конституционного суда. Мы работаем только на основании обращений. Эти обращения должны соответствовать требованиям Конституционного закона о Конституционном суде и Конституционном судопроизводстве. И с этой точки зрения я хочу отметить, что нами приняты хорошие фундаментальные решения по защите прав коренных малочисленных народов Севера в части рыболовства, в части охоты, сохранения традиционного самобытного уклада жизни, это раз. Во-вторых, конечно же, вот постановление октября 2016 года по толкованию статьи 142 Конституции в части народа Саха, который мы признали коренным народом, да. Якуты дали слово названию Якутия, да, это раз. И во-вторых, конечно же, народ Саха несет на себе большую ответственность за развитие республики. И я хочу отметить, что в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. И здесь я могу сделать примечание о том, что Якутия ни разу не предала интересы России. Она всегда защищала интересы России, в том числе с оружием в руках, как это было в Первую мировую войну, как в годы Великой Отечественной войны. У нас есть герои Советского Союза, и Федор Охлопков, Федор Попов, Николай Чусовской. Их много, да, всех не перечислить, но и в тылу, на трудовом фронте. Представляете, вот как люди работали. Они отдавали свое последнее для того, чтобы сформировать какие-то танковые колонны, помогать фронту, одежда и так далее. С этой точки зрения я считаю, что мы, во-первых, благодарны России, поскольку мы развивались именно в составе России. То, что у нас появилась республика, мы должны быть благодарны Советской России, поскольку это декрет СИК. Ну и, конечно же, Россия должна быть благодарна Якутии. Почему? Потому что вот в Якутии я считаю, что у нас
крепкая дружба народов, прежде всего русского, якутского народа, всех остальных народов, которые проживают в нашей республике. Это важная составляющая. Я считаю, что мы должны этим дорожить. Безусловно, я думаю, что Конституционный суд, он должен был работать не только в части судопроизводства, но и в части пропаганды конституционных ценностей. Вот есть мнение о том, что если бы мы не вошли в состав России, то, возможно, народ Саха бы и не сохранился как народ, как этнос. Мы, как Якутская область, были в составе Иркутской губернии, вы все про это четко знаете. И вот благодаря отцам Первой Республики образовалась республика. И это дало огромнейший толчок в развитии образования в первую очередь, развитии здравоохранения, развитии культуры, науки и так далее. Вот Максим Кирович Амосов ставил вопрос о том, чтобы организовать экспедицию. И была организована экспедиция Академии наук СССР, которая изучила потенциал нашей республики, благодаря чему была вот выработана индустриальная политика. Это же и золото, и добыча алмазов, угля, всего остального, потому что все это шло с научным обоснованием. Тогда вот эти молодые люди, они ведь в сущности молодые люди совсем были, да? Аюнский, Амосов, Барахов. Вы говорите, они сделали один очень важный шаг, это вот эта научная экспедиция, да, комплексная. Вот. Что еще они, на ваш взгляд, сделали правильного? То, что мы сейчас можем оценить спустя 100 лет, да? Чего, может быть, они не сделали, хотя могли? Я не могу сказать, что они чего-то не доделали, потому что они же начинали с нуля. Ничего не было такого, понимаете. Мы вот чисто вот аграрными вещами занимались, скотоводством, коневодством, охотой, рыбалкой, а они вот внедрили новые формы освоения, промышленное освоение. Второе, конечно же, проблема была в том, что мы делились на красных и белых. Вот это вот противоречие, гражданская война, конечно же, повлияла на развитие нашей республики, она могла более уверенными темпами развиваться. Следующий вопрос, конечно же, уровень образования, вопросы кадров. Не все имели тогда и высшее образование, не все имели должный образовательный уровень. Тем не менее, за счет вот энтузиазма, за счет любви к своей якутской земле, вот, мне кажется, они работали очень эффективно. И самое главное, они проводили тотальную работу по ликвидации неграмотности. Второе, конечно, вот в условиях Якутской республики вот мы научились в том числе дружить, проходили не Якутская ССР, допустим, в Татарстане, в Кыргызстане, Узбекистане и так далее. Вот это очень важные вещи. Или приезжали там Сергей Михалков, другие, значит, глыбы русской литературы, которые общались непосредственно с народом, с населением. Ну и, конечно же, наши писатели, они в основном и в литературном институте имени Горького обучались. Вот это все заложило основы для роста нации. Сегодня вы можете посмотреть статистику. Республика Саха-Якутия в числе самых высокообразованных. И здесь, конечно, я хочу отметить, что одним из достижений нашего вот создания Второй Республики, то, что мы готовили кадры. У нас был департамент по подготовке кадров во главе с Матвеем Васильевичем Мучиным, поэтому все это взаимосвязано. И, конечно же, мы благодарны России. Почему? Потому что вот мы все развиваемся, и Республика Саха-Якутия является одним из динамично развивающихся субъектов. То есть у нас вот в республике усилиями наших первых руководителей дается, значит, возможность развиваться людям. И я очень горжусь тем, что если школу я закончил очень посредственно, самым последним получил аттестат зрелости Покровской средней школы, то Якутский университет я закончил с отличием. На самом деле я получал аттестат зрелости, в то время вместе с аттестатом зрелости выдавалась комсомольская путевка. И мне дали вместе с аттестатом комсомольскую путевку в совхоз Ахтемский дояром. Ну, парень на большее не способен. Ну, а дальше, конечно, со второго раза я поступил и закончил педучилище, далее закончил Хабаровский пединститут. Если бы у вас была возможность дать самому себе 20-летнему или 18-летнему какой-то совет,
очень короткий, но он бы его получил. Будь целеустремленным, не сдавайся. Бывает не только победа, но и поражение, да? Не стыдно проигрывать, стыдно отчаяться, стыдно сдаться. Поэтому я вот в своей политической карьере и проигрывал, в том числе выборы депутатов Госдумы, я проигрывал выборы на председателя парламента, но я от этого не стал хуже. А чем отличается Ким Ким Ын от Саши Кима? Я думаю, особо ничем не отличается, просто отличается, может быть, мерой ответственности. Ким Ким Ын – это идти вперед. А дело в том, что это приобретенная фамилия. Меня с 8 месяцев воспитывал мой отец Ким Николай Яковлевич, поэтому я ни при каких обстоятельствах не склонен менять свою фамилию. Настоящая моя фамилия Артамонов. И мой отец Артамонов Егор по крови, он с села Качекатское, Заречье. Долина Самартай, то есть две долины во мне. Ну и, конечно, корейское воспитание, потому что меня воспитывал мой отец Николай Яковлевич. И потому, когда мне предлагали, чтобы я получил свою фамилию Артамонов, я отказался. И вот в 99 году вот приобрел псевдоним Ким Ын, поэтому я сегодня Ким Ким Ын. Вот как это произошло, кто это придумал? Мы готовились к выборам в Государственную Думу. И, конечно же, вот восприятие народа, они не очень воспринимали Александр Ким. Хотелось что-то такое близкое к сердцу нашего народа. И я попросил своих ребят, чтобы они что-то придумали. Ну, были много разных вариантов, в том числе Эркин. Но я это как-то не воспринимал, потому что Эркин Курдук Эрельдах — это хорошо, а когда Эркин — это упирающийся в стену. А предложил это Макаров Иван Константинович. Но тогда он не был генеральным директором Сахатранснефтегаза, да, был простым парнем, которым мы дружили с комсомольских лет, и он предложил вот Ким Ын, и это произошло посреди реки Лена. Мы ехали на зимнюю рыбалку, и я сказал: ребята, я уже ни с кем не советуюсь, утверждаем. И покормили Лену матушку, и я думаю, что в принципе мой псевдоним как-то привился, и народ его воспринял. Если бы ваша жизнь была фильмом, как бы он назывался? Только вперед, Ким Ким Ын. Потому что Ким — это наступай, Ким Ын — наступающий. Наступай, наступающий. Как бы вы себя описали одним словом? Молодец. Молодец. Добрый молодец. Я до комсомола был, такой необтесанный покровский парень, разухабистый такой, который мог совершать разные проделки и так далее. А про вас рассказывали, что вы стиляга были. Правда это? Да, и я был форцовщик еще. Знаете, что это такое? Это спекулянт. Да, это спекулянт. А по нынешнему это предприниматель. Представляете, я был там такой крутой парень. Но комсомол меня исправил. А как вы туда пошли вообще? Вас пригласили? Дело было в том, что в 80-м году я женился по любви. Значит, я 41 год прожил с моей Любой. Когда хочу твои глаза, когда хочу твой взгляд, ты мне мила всегда, ты мне мила сейчас. Ты взрыв в моей душе, ты крик средь бела дня. Тебе слова свои дарю и чувства все богословлю. О радость, о печаль, все воедино. Как сладко мне сейчас, мне и не снилось. Так будь всегда во мне, хоть толикой, хоть частью. Ты Божий дар, я верю и буду верить, и верить я хочу. Когда мы говорим о семье, вот, понятное дело, нужно было помогать. И, значит, в 81 году у меня рождается дочь Юлиана, и меня взяли, значит, в школу высшего спортивного мастерства старшим инструктором-методистом. Я очень благодарен Дмитрию Дмитриевичу Максимову, который дал мне впервые стол, дал мне телефон, скоросшиватель, дырокол. Я почувствовал себя уже работником. Вот именно в тот период я вел передачу «Спорт, спорт, спорт», начал комментировать спортивные соревнования, начал писать статьи в газету «Эдер Коммунист», «Молодежь Якутии» на спортивной тематике. И вот, видимо, в этот период времени меня вот заметили в обкоме комсомола, что есть парень такой вот активный,
тут пишет, там появляется, тут ведет передачи и так далее. Но я поехал учиться, дальше продолжать учебу в Хабаровском пединституте. И тут у меня рождается сын. Но тут я уже принимаю решение перейти на заочное обучение. И здесь вот мне вот предлагают работу в обкоме комсомола. Причем это был прецедент, человек, не имеющий высшего образования. Тогда вообще не было такого. Но тем не менее, вот, видимо, благодаря спорту я стал инструктором отдела спортивной оборонно-массовой работы. Через год, когда Акимов стал первым секретарем обкома комсомола, я был избран в Покровске, моей родине, секретарем Орджоникидзевского райкома комсомола. А через год я уже стал заведующим отделом спортивной оборонно-массовой работы, и это дало мне огромный опыт. Поэтому для меня комсомол — это все. Получается, вы работали в комсомоле, занимались в том числе профилактикой правонарушений именно вот в эти 80-е годы, когда происходили печально знаменитое ледовое побоище, драка на национальной почве. Как вот это было? Был огромный резонанс на уровне СК партии, СК комсомола, и, безусловно, приезжали большие делегации разбираться в первопричинах всего происшедшего. Но я считаю, что это всего-навсего молодежная стычка. Я даже вот приводил пример вот инструктору СК комсомола. Вот мы ходили там по разным учебным заведениям, были в университете, встречались со студентами, были даже вот в профтехучилище 14-м. Ну и они там все время клонили к тому, что это межнациональная рознь. Ни в коем случае. Ну на катке мало ли что происходит, там кто-то к девушке приглянулся или что-то еще произошло. В то время такой был орган всесильный КГБ. Комитет государственной безопасности. Вот они делали оценку, да, давали оценку и так далее. И, конечно же, полетели головы, в том числе секретаря паркома Якутского госуниверситета. Да. С другой стороны, я говорю о том, что когда мы начинаем это раздувать, наоборот, мы можем наткнуться на эту проблему. На самом деле проблемы межнациональных отношений, именно проявления якутского национализма, этого нет. Это системно было бы, если бы действительно было проявление, мы бы это чувствовали. Этого не было. Вот нельзя путать вот молодежные разборки с межнациональными отношениями. Конечно, в то время происходили определенные события в прибалтийских республиках, в Казахстане, и нас вот вкупе с ними начали вот пришивать к этим межнациональным розням. И в последующем мы доказываем, в последующие годы, что в республике Саха-Якутия в сфере межнациональных отношений благополучная ситуация. И я это говорю очень ответственно. То есть нельзя отчаиваться от неудачи. Наоборот, из любой неудачи надо подчеркнуть какой-то опыт, который в последующем нужно использовать. Вот когда я пошел на выборы в городское собрание, я был уже более опытным, у меня была очень хорошая команда, креативная, если говорить по-современному. Ну и по Лермонтовскому округу я выиграл на первой организационной сессии городского собрания. На альтернативной основе я стал председателем городского собрания депутатов. И, конечно, это наложило на меня такую ответственность за развитие столицы. И мы были инициаторами многих вещей, в том числе вот части формирования городского бюджета, поскольку 1,5 года не было представительного органа. Мы утвердили флаг города Якутска, чем я горжусь, да, герб города, вот это именно мы. Вот комиссионно все решали, да. Мы подняли вопрос принятия в новой редакции закона о статусе столицы. Мы пригласили Михаила Ефимовича к нам в городское собрание, проводили с ним встречу. Все это дало возможность более эффективно, вот как раз мы 365-летие города отмечали, более эффективно решать городские проблемы. Проблем было много. Я горжусь тем, что я 4 раза избирался депутатом Государственного собрания Илтумен, а и в одном случае я был вице-спикером парламента и был главой комитета по государственному строительству и законодательству. Мне поручалось возглавить комиссию по разработке законопроекта об управлении акциями акционерной компании «Алроса», по приватизации Якутугля, в том числе мы защищали интересы Якутии в высшем арбитражном суде. То есть время было интереснейшее. И, конечно же, работа с избирателями. Поэтому это такой хороший период моей жизни.
Вы счастливый человек? Якуты же, они такие скромные, но я не могу сказать, что я несчастлив. Значит, я счастлив. Я благодарю, значит, верхние божества, поскольку я не православный, я преклоняюсь огню, воде, небесам, и я всегда, каждое утро молюсь им и благодарю за то, что я здоров, за то, что я востребован. А в чем формула счастья ваша? Формула счастья — быть востребованным, быть на гребне жизни, быть в фаворе. И я всегда даю свое слово, что я буду делать все возможное для моего народа, для моей республики. Какой главный вызов в вашей жизни? Всегда соответствовать духу времени. Потому что времена меняются. Если ты не соответствуешь духу времени, ты уже будешь на обочине. А что вас вдохновляет в жизни? Красота моего края, красота вот людей, моих сородичей. Почему? Потому что, невзирая на то, что мы находимся на крайнем севере, мы очень красивые, не только внешне, но и душой. И это очень здорово. И мы по-философски глубокие. Что заставляет вас чувствовать, что вы живете полной жизнью? Но я живу, и даже в Инстаграме у меня слоган «Жить, дышать полной грудью». И я вот все делаю от души, все делаю качественно. Я не люблю халтурить, и за любое дело, если я возьмусь, я делаю это продолжительное время и на результат. А есть что-то такое, о чем вы сожалеете? Я задумывался над этим вопросом, и если бы я родился и начал заново жить, я бы хотел прожить так же, как я прожил. А помните фильм «День сурка»? Там герой попал в один и тот же день и вынужден был его проживать снова и снова. Вот. Я понял ваш вопрос. Я бы хотел вернуться, наверное, в начало 90-х. Когда я работал с Михаилом Ефимовичем, это были прекрасные времена, когда у народа было такое восприятие действительности, что мы можем поменять нашу жизнь в лучшую сторону. Вот эту атмосферу я хотел бы вернуть. А вы считаете, что сейчас уже... Но сейчас народ более успокоен, потому что все сложилось. Большая ответственность, видимо, у федеральных органов власти, потому что республика выполняет только те полномочия, которые прописаны. А тогда, как говорил Ельцин, берите суверенитета, сколько можете проглотить. Вот мы и брали много. Это было интереснейшее время. И, конечно же, мне было всего 33 года, руководитель администрации президента, высочайшая должность. И у меня в подчинении были люди, которые работали первыми секретарями райкома партии, были министрами там и так далее. Все время совершались какие-то перевороты, да? Пытались меня сместить. И даже был случай, когда Михаил Ефимович меня уволил, а потом через неделю он опять меня вернул обратно на должность руководителя. Там было, вот люди заглядывали, видят, что я сижу на своем месте, удивляются, вроде как уволил. А из-за чего уволил? Уволил просто, я сказал, раз встречено, я найду работу. И я уже нашел, я был первым вице-президентом Золотобанка. Очень интересная работа. Когда он предлагал мне вернуться, я говорю, если трещина произошла между нами, трещина есть свойство расширяться, поэтому давайте не будем. А он говорит, Александр, ты проводи меня, пожалуйста, я завтра в Москву летаю. Ты узнай там, как, чего, приезжай завтра в порт, проводи меня. И ушел с кабинета, я один остался. Ну, что делать? Вышел, начал уже все уточнять, когда, чего, как, пришел, проводил он мне задание, надо это делать. Пришлось вернуться в свой кабинет и продолжать работу. И так я еще 1 год продержался. Потом я хотел баллотироваться в Государсобрание Ултумен первого созыва, а он меня не пустил. Говорит, ты должен заниматься выборной кампанией. Ну и, конечно же, вот годы работы руководителям администрации президента, они были интереснейшими. В качестве примера я могу сказать о том, что мы создали, экспертный совет при правительстве, который я возглавлял. И это был орган, который предварительно рассматривал все проекты постановлений правительства. И правительство работало очень быстро, эффективно.
Я хотел бы в этой связи подчеркнуть, что после Михаила Ефимовича бразды правления взял Вячеслав Анатольевич Туров. Стратегия социально-экономического развития республики, которая была выработана в тот период, дает очень много оснований для развития. И Егор Афанасьевич Борисов, который большое внимание уделял и вопросам развития аграрного сектора. И сегодня Арсений Сергеевич Николаев развивает креативную экономику и развивает вот эти все механизмы, когда мы говорим о необходимости реального диалога между властью и обществом. Вот вы посмотрите, где еще, помимо Республики Саха-Якутия, есть отчет правительства перед населением. Нет, нигде нету. Нигде Этим нету. всегда А интересуются в свое время федеральные Дмитрий журналисты, Анатольевич Медведев, будучи президентом страны, говорил о необходимости отчетов правительства Российской Федерации в субъектах. И где это? Почему не реализуется? А ведь это важно, слышать свой народ. Федерация профсоюзов, которую вы возглавляли тоже несколько лет. Одним из ярких страниц для меня является вот работа в крупнейшей общественной организации Федерации профсоюзов, где я работал с 2005 по 2014 год. И это был такой период времени, когда я, будем говорить, очень близко познакомился со всеми отраслями народного хозяйства, потому что в составе Федерации профсоюзов 21 отраслевой комитет. Прежде всего, это защита социально-трудовых прав трудящихся. И первое, то, чем я занялся, это как повысить корпоративную культуру, чтобы работодатель и профсоюз как-то понимали друг друга, очень большое внимание уделяли повышению правовой культуры. Вот почему мы в 2008 году разработали проект «Правовой всеобщий трудящихся». Мы же понимали, что каждому работнику невозможно прикрепить юрисконсульта, который денно и ночно отвечал на те или иные вопросы в части трудовых прав, трудового законодательства. Мы решили, что надо в самих работниках возбудить интерес к трудовому праву. Да? И если мы это начнем разъяснять, они поймут, что они могут в том числе коллективно защищать свои права. Собрались более 3 человек, создали первичную профсоюзную организацию, поставили перед работодателем свои постановочные вопросы, заключили коллективный договор и так дальше. Чем я более всего горжусь тем, что как народный депутат я поставил вопрос о внесении изменений в Конституцию Республики в части предоставления Федерации профсоюзов права законодательной инициативы. И благодаря поддержке Вячеслава Анатольевича Штырова и благодаря поддержке Егора Афанасьевича Борисова, он тогда был премьер-министром, нам удалось при поддержке депутатов получить такое право. А оно есть не у всех, у единиц. Тогда мы принципы трехстороннего сотрудничества уже ввели на места, когда уже в муниципальных образованиях на уровне муниципальных районов, городских округов эта работа активизировалась. Более того, я горжусь тем, что мы первый субъект в Российской Федерации, где благодаря совместной нашей работе с правительством, с объединением работодателей, минимальный размер оплаты труда стал равняться минимальному прожиточному минимуму. То, что в конституционных поправках по Российской Федерации прошло, мы тогда реализовали, представляете? Далее, конечно, были же и сложные времена, например, был пожар, когда мы потеряли полностью здание Федерации профсоюзов. Представляешь? Я мог опустить ручки, сидеть в уголке и плакать. Нет, я же работал, и мои коллеги меня поддерживали. Нам помогала вся страна. Я горжусь тем, что сегодня на улице Курашова есть красивое здание общественного центра. На Западе профсоюзы – это прям реальная сила, которую работодатели боятся. А у нас зачастую люди даже не понимают, зачем им профсоюз вообще. Да, думают, что профсоюз – это новогодние подарки и так далее. Да? Нет, конечно, профсоюзы не могут все и вся решить. В советское время профсоюзы, они были всесильные. Почему? Потому что в его составе был фонд социального страхования. Сегодня же Федеральный фонд соцстраха – это совершенно другая структура отделена. А тогда он был в составе профсоюзов. Тогда да. Но самое главное, для себя мы уделили внимание вопросам социального партнерства. Более того, мы даже разработали законопроект о социальной ответственности бизнеса. И он был принят в первом чтении. Но нам говорили, что у нас нет федерального образца, нет федерального закона о социальной ответственности, а он необходим. В любой стране, которая считает себя демократической, обязательно есть
ответственность недропользователей за развитие тех территорий, где они работают. Сегодня многое зависит только от лоббистских возможностей главы региона. А надо сделать так, чтобы в законодательном порядке это было отрегулировано. Тогда все будет четко. Вопросы трехстороннего сотрудничества, на которые мы уделили приоритетное внимание, вопросы создания корпоративной культуры, когда работодатель понимает профсоюз и они друг друга поддерживают, это важно, чем стоять на митингах, чем быть на демонстрациях. Более того, вот этот опыт проведения спартакиад трудовых коллективов, по моему предложению, уже переложено на федеральный формат. Вы знаете, что сейчас спартакиада трудовых коллективов в России проходит. Если мы проводим один раз в 4 года, они проводят один раз в 2 года. Я считаю, что мы для укрепления, для оздоровления россиян сделали очень многое. Почему? Потому что вот недавно президент Путин провел заседание Совета по физической культуре и спорту, и он в том числе говорил о значимости физической культуры для оздоровления. Владимир Владимирович Путин 19 февраля 2013 года сказал о необходимости включения национальных видов спорта народов России в олимпийскую программу. Я думаю, как никто, мы близки после самбо стать олимпийским видом спорта. И наш всенародно избранный Илдархан Арсений Сергеевич Николаев сказал о том, что мы должны добиваться, чтобы к 2032 году наш вид стал олимпийским. И я думаю, что у масс-рестлинга есть большая перспектива. Я это говорю как первый вице-президент Международной федерации масс-рестлинга. Мы развивали помимо масс-рестлинга борьбу хапсагай, якутские прыжки, северное многоборье, якутское многоборье, настольные игры, конный спорт. Вот 8 видов входит в ассоциацию. А что для вас вообще ассоциация видов спорта национальных? На протяжении вот почти 30 лет возглавляю Ассоциацию национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахада Спорт» без единой копейки на общественных началах. И мы за это время игры наших предков превратили в настоящий спорт. Сегодня в рядах Международной федерации масс-рестлинга более 50 стран со всех 50 континентов. И это говорит о большом потенциале. И для этого мы должны проводить не только континентальные чемпионаты, мировые чемпионаты, но и соответствовать антидопинговому законодательству, антидопинговым требованиям. Вот почему мы сейчас будем устанавливать прямые взаимоотношения с РУСАДА, с ВАДА. Для этого мы вообще создали недавно совсем Академию масс-рестлинга. У масс-рестлинга помимо олимпийской перспективы есть большой коммерческий потенциал. Ну, вы же видите, что происходит в UFC, ММА и так далее. Для нас очень важно, что мы именно якутский вид спорта продвигаем как российский вид, и мы этот вид спорта дарим миру. Потому что спорт – это именно то, которое сплачивает людей. Вы в 50 лет стали мастером спорта? Я в молодости был мастером спорта по якутским прыжкам. И я думаю, что это некая такая философия, которая передается из поколения в поколение, что нельзя в этой жизни расслабляться, нельзя один раз далеко прыгнуть, один раз высоко прыгнуть, а потом наслаждаться жизнью. Надо все время прыгать, сохраняя скорость, высоту полета, координацию движения, и для меня это огромный стимул. А что касается стрельбы из лука, начал заниматься в 48 лет. В 50 лет я стал мастером спорта, в 51 я побил рекорд республики, он действующий на 70 метров. И на играх Манчары я завоевал 2 медали. До обеда мы проводили конференцию. Как президент Сахада Спорт я выступал с докладом о развитии национальных видов спорта, а после обеда вот бил рекорды. И на следующий день мы завоевали уже 2-е место в составе сборной команды города Якутска, что позволило в целом столице стать победителем игр Манчары. Я этим был очень доволен. Потом я стал призером всероссийского турнира в Чебоксарах. Вместе с Артахиновой мы стали призерами международного турнира в Беларуси. И этим мы можем гордиться, и это, конечно же, безусловно, скажется в последующие годы. В
условиях цифровизации, конечно, мы же должны по-новому взглянуть на свою жизнь. Иногда бывает так, что люди немножко оторваны от гаджетов и не всегда хотят дружить с интернетом. Это неправильная позиция. Почему? Потому что мы должны соответствовать новым вызовам. И с этой точки зрения нам всем надо развиваться, то есть второй ликбез проводить. Тогда вот грамотность в части письма, подсчетов, а сегодня вот части освоения новых технологий. Сегодня будут различные электронные карты личности и так далее, электронные паспорта, электронные трудовые книжки. Хотим это или не хотим, но все это будет развиваться. Поэтому я считаю, что это очень важно. И с точки зрения того, как быть востребованным, кроме равноудаленности, человек должен всегда превозносить что-то новое. Равноудаленность — это означает то, что человек должен направлять свои усилия не ради того, чтобы кому-то понравиться. И с другой стороны, я все-таки исхожу из того, о чем говорил Бонапарт Наполеон. Никогда не говори человеку, достигшего высшую власть, о том, что ты играл в его судьбе какую-то роль. Потому что те, кто достигает каких-то высот, в первую очередь хотят избавиться от тех, кому они обязаны. В политике нужны полезные люди, а не те, которые к чему-то приспосабливаются. Вот почему моя позиция заключается в том, что я всегда был равноудаленным. Я никогда не стремился быть любимчиком. Ни для Михаила Ефимовича Николаева, ни для Вячеслава Анатольевича Турова, ни для Егора Афанасьевича Борисова, ни для Айсена Сергеевича Николаева. Но и при этом я всегда думал о том, как приносить пользу родной республике. Поэтому в этой жизни, круговерти жизни, всегда надо быть человеком не только равноудаленным, но и соблюдающим субординацию. У нас вообще должна формироваться культура уважения к власти. Ведь власть, суверенитет и власть дается только народом. Никто не захватывает власть. Мы действуем в соответствии с Конституцией Российской Федерации, когда участвуем в различного рода выборах. Да? Мы реализуем Конституцию Республики Саха-Якутия, когда избираем депутатов в Госсобрании Алтумен, когда избираем главу республики. Если мы избрали, мы должны обязательно поддерживать, а не злопыхаться, заниматься злопыхательством. Как говорил Кеннеди, прежде чем спросить у государства, что оно делает для тебя, ты должен самого себя спросить, что я сделал для государства, понимаете? Это очень взаимосвязано. Мы, якутяне, должны быть объединены общей идеей. Первое, в 2022 году мы отмечаем столетие, и каждый из нас должен ответить на вопрос, а что же я сделал для своей республики? Помимо того, что мы благодарны России за то, что мы приобрели государственность, с другой стороны, мы даем свою лепту в развитии России. Да? Мы должны стать одним из оплотов развития российской федеративной государственности. И нам есть над чем работать, у нас есть к чему стремиться. Вы все-таки правовед или юрист? Равно как и юрист, я всегда говорю, право сопровождает человека с момента рождения и до самого последнего дня, вне зависимости от нашего желания, хотим мы этого или не хотим. Как говорил Вениамин Федорович Яковлев, у нас есть юристы и есть антихристы. Кто такие юристы? Юристы — это те, которые служат праву. Они все делают для того, чтобы восторжествовало право. А антихристы — это те же люди с юридическим образованием, но делают все возможное для того, чтобы обойти закон. Вот в чем разница. И с этой точки зрения я бы хотел всегда оставаться настоящим юристом. Вспоминается фраза Конан Дойля «он юрист», это звучит зловеще. На самом деле все не так, когда рядом такой профессионал в области юриспруденции и права, и конституционного, тем более, права. Ну, мне кажется, вы отлично справились не только с задачей нашего интервью, но и с задачей любого юриста – это защищать и просвещать свой народ. Спасибо. Спасибо вам. Но я думаю, что у меня еще есть резервы для роста по этой части. Потому что впереди много интересного. Спасибо вам большое за интервью, за уделенное время. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.